Снова я представляю представителя РИСИ, это Российский институт стратегических исследований. Здесь руководитель этого института уже побывал. У нас предварительно осуществлен обмен соглашением, которое в ближайшее время, надеюсь, будет подписано, и потом будет некая конкретика наших взаимоотношений. Итак, я представляю слово сотруднику научному Каширину Василию Борисовичу, историку, который осуществляет научные исследования в области, в этом региональном отношении, как правильно, регион Балканский регион, да? Пожалуйста, да. Спасибо, Юрий Николаевич. Глубоко уважаемый господин посол, глубоко уважаемые участники круглого стола, я хочу начать с того, что я здесь действительно представляю Российский институт стратегических исследований при президенте России, и по поручению директора России, Решетникова Владимира Петровича, я привез сюда подборку новейших изданий нашего института. Это издания самого разного плана, это и авторские монографии по различным актуальным проблемам истории, политологии. К примеру, это, например, книга о Юлии Тимошенко как о феномене политической жизни, и биография отечественных поляков Серафима Соболева. Это также и сборники научных конференций, которые проводит наш институт. Например, конференция к 90-летию окончания гражданской войны в России и русского исхода. Это и материалы очень представительной конференции по проблеме интерпретации Великой Отечественной войны, ее истории, ее итогов в учебниках истории в странах СНГ и ЕС. Это и некоторые аналитические обзоры, выполняемые сотрудниками РИСИ. Это, наконец, и номер издаваемого нашим институтом журнала «Проблемы национальной стратегии». И вот по поручению руководства института я хочу всю эту подборку изданий подарить библиотеке Конрадского государственного университета и выразить надежду, что это станет скромным вкладом в очень большое, хорошее дело. Принимайте с удовольствием. Нужно отметить, что у нас есть договор сотрудничества между данным вузом. Мы уже с представителями договорились, что в скором будущем у нас будет видеоконференция проходить с данным договором. Теперь я хотел бы начать свой доклад и начать его с того, что со второй половины XIX века на пространстве Центральной и Восточной Европы между собой конкурируют две принципиально различные модели государственно-политического устройства. Это модель многонационального универсалистского имперского государства и модель государства национального, основанного на господстве одной нации с более или менее выраженными признаками этнократии. В преобладающем ныне либеральном дискурсе национальное государство по умолчанию считается более совершенной и прогрессивной моделью, тогда как понятие имперского государства приобрело ярко выраженный отрицательный смысл, в том числе и применительно к методам и принципам его национальной и языковой политики. Однако даже базовое знакомство с фактами новой новейшей истории заставляет как минимум усомниться в верности такой дихтонической схемы. Напротив, как общее правило, в национальных государствах Центральной и Восточной Европы мы наблюдаем и в истории, и в современности явное угнетение, дискриминацию и попытки активной ассимиляции национальных меньшинств со стороны правящего, то есть титульного этноса. В качестве примеров довольно назвать межвоенную Чехословакию, санационную Польшу, Великую Румынию межвоенного периода, современные республики Прибалтики и ряд других. Большую часть своей истории в новое и новейшее время гагаузский народ жил в составе многонациональных государств имперского типа, а именно в Османской и Российской империях. Российская империя, преемником которой стал Советский Союз. В период пребывания Гагаузии в составе Российской империи и СССР и влияние этого периода на языковое и культурное развитие гагаузов
можно оценивать по-разному. Однако нельзя отрицать, что именно тогда, в результате переселенческой политики российских властей, оформилась зона компактного проживания гагаузов к северу от Дуная, а затем уже в советское время, в 1957 году, была создана письменность гагаузского языка на основе кириллической графики. Однако в течение последних 20 лет, прошедших с момента распада СССР, Гагаузия находилась и находится в составе Республики Молдова, государства национального. Как известно, в этот период Гагаузия обрела статус автономии, был открыт Кондратский университет, где мы сейчас находимся, первое в истории высшее учебное заведение гагаузского народа. Однако не нужно напоминать, что произошло все это не только и не столько благодаря доброй воле официального Кишинева, а совсем наоборот, в ходе конфронтации с ним. Этот последний период, эти последние 20 лет, поставили в совершенно новую плоскость вопрос о билингвизме гагаузского народа, как о факторе его национального выживания и интеграции в иные, более крупные общности. С моей стороны, было бы довольно наивно и даже дерзко пытаться рассказывать гагаузам об особенностях их билингвизма и других чертах этнического и культурного своеобразия. Однако я попробую озвучить некоторые существующие в России экспертные оценки, которые могли бы быть ценны для Гагаузии, как взгляд извне и как еще одна попытка вписать проблемы гагаузского народа в более широкий контекст постсоветского пространства и происходящих в момент процессов. Думаю, можно не останавливаться подробно на вопросе о значимости сохранения малым народом его родного языка для выживания его этнической идентичности. Современные этнологии и другие дисциплины предлагают все более и более сложные теоретические трактовки понятия этнической и национальной идентичности, критериев принадлежности. Однако подавляющее большинство ученых единодушно в том, что именно язык является основой любой этнической общности и ее самосознания. Конечно, можно назвать и целый ряд примеров того, как нация, фактически утрачивая свой национальный язык, сохраняет при этом этническое самосознание. К примеру, в Ирландии ирландский язык уже вытеснен английским даже из семейного обихода в больше половины коренного населения страны. Однако никто не говорит о возможной в связи с этим утрате ирландцами их национальной идентичности. То же самое можно сказать про значительную часть армянского, еврейского и ряда других народов. Однако применительно к гагаузам не вызывает сомнения, что сохранение ими родного тюркского языка является необходимым условием выживания их в качестве самостоятельного, самобытного народа. Более того, можно говорить, что только гагаузский язык в настоящее время, как следствие политических процессов последних лет и действий властей автономии, гагаузский язык вполне защищен от вытеснения из повседневного обихода. В силу непосредственного соседства и довольно компактного проживания это отчасти распространяется и на гагаузов, живущих в остальной части Республики Молдова и в Одесской области Украины. Зато более чем велика угроза постепенной ненасильственной ассимиляции гагаузов в Болгарии, Румынии, Греции, с превращением их, соответственно, болгар, румын, греков гагаузского происхождения. Возможно, кто-то посчитает, что это чересчур пессимистическая оценка, но такого мнения придерживается ряд экспертов в России. И, насколько мне известно, некоторые представители гагаузской элиты тоже. По нашему мнению, исторически сложившийся гагаузско-русский билингвизм, гагаузский в современных условиях можно считать геополитическим выбором народа или автономии. Причем нельзя не видеть, что при нынешней политической ситуации в Республике Молдова этот выбор находится в известном противоречии с основным политическим вектором молдавской элиты. Далеко за пределами Гагаузии известно, как ее народ дорожит своей принадлежностью к великой тюркской семье народов и как он ценит возможность контактов с родственными тюркскими народами. В связи с этим важно подчеркнуть, что тюркско-русский билингвизм гагаузов предоставляет им уникальные коммуникативные возможности для общения с подавляющим большинством представителей тюркского мира. Как известно, всего в мире проживает около 40 тюркских народов общей численностью до 160 миллионов человек. Из них в Российской Федерации проживает более 20 тюркских народов численностью около 10 миллионов человек. При этом самый многочисленный тюркский народ России, татары, имеется в виду казанский татары, насчитывает около 6 миллионов человек. А самые малые тюркские народы, малары, чулымцы, каждый не более 1 тысячи. 700-600 человек. Объединяющим всех фактором является как раз языковое родство, как они порежут различные религии, даже представляют различные расовые типы. За долгие века России накоплен уникальный опыт мирного сосуществования, сотрудничества и совместного развития славянских и тюркских народов, как и всех иных народов
11 тюркских народов имеет свою государственность в ранге субъектов Российской Федерации в составе России. Как известно, гагаузский язык принадлежит к агузской подгруппе юго-западной ветви тюркских языков. Соответственно, гагаузы не испытывают проблем в общении с другими представителями этой подгруппы. Прежде всего, собственно, с турками, которых сейчас насчитывается от 70 до 80 миллионов человек. То есть приблизительно это половина всех турков земли. С другой стороны, благодаря знанию русского языка, свободному, стопроцентному, гагаузы могут тоже свободно общаться на всех уровнях, и на бытовом, и на специальных, со всеми другими тюркскими народами, входящими и входившими в сферу языкового и культурного влияния России и владеющими русским языком. В практической плоскости это выражается, к примеру, в том, что на постсоветском пространстве очень многие гагаузы успешнее всех других трудятся переводчиками в различных российско-турецких компаниях. А учитывая, что сейчас российско-турецкие отношения, в том числе и прежде всего в сфере энергетики, носят стратегический характер, соответственно, гагаузские эксперты могли бы играть в этих процессах, в этих отношениях очень важную незаменимую роль. Фактически коммуникативные проблемы у гагаузов могут быть только с малой частью представителей тюркского мира, преимущественно с обитателями его крайней юго-восточной периферии, не охваченными знаниями русского языка. Конечно, вопрос о сохранности русского языка в постсоветской Средней Азии является далеко не простым и неоднозначным. Однако пока еще остаются все шансы и возможности в этой сфере, и пользоваться этим должна исключительно сама Россия и автономная Гагаузия. Таким образом, гагаузы могут считаться, пожалуй, наряду с постсоветскими азербайджанцами и крымскими татарами избранным народом тюркского мира, способным напрямую общаться и взаимодействовать почти со всеми этносами и нациями этой языковой семьи. Далее, известно, тюркско-русский билингвизм гагаузов является важным фактором духовной и религиозной жизни. Именно поголовное владение жителями Гагаузии русским языком позволяет им свободно приобщаться к колоссальному наследию восточно-православной, то есть византийской русской церкви, обширной богословской и миссионерской литературой, другими формами и жанрами духовного искусства. Кстати, в России проживает 10 других тюркских народов, которые также исповедуют христианство, православие. Наконец, сейчас мы наблюдаем активные и действительно масштабные интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Можно просто их в очередной раз просто назвать, перечислить и Евразес, и Таможенный союз, и Организация договора о коллективной безопасности, Единое экономическое пространство. Кстати, я процитирую сказанное буквально позавчера, 25 апреля, слова премьер-министра России Владимира Путина, сказанные им именно о проекте Единого экономического пространства. Он сказал, что впервые после крушения Советского Союза мы переходим к реальной интеграции на постсоветском пространстве, он говорит именно к единому экономическому пространству. К сожалению, в настоящее время мы видим со стороны руководства Республики Молдова явный недостаток внимания к этим интеграционным проектам, при совершенно отчетливой ориентации на Запад и на евроатлантическое сообщество. И это лишь повышает актуальность участия Гагаузии в интеграционных процессах на восточном направлении, естественно, на региональном уровне. К слову, именно региональные модели интеграции сейчас в самом Евросоюзе считаются наиболее перспективными, и он выступает с проектами создания так называемых еврорегионов Днестр, еврорегион Воеводина, имеется в виду автономный край Воеводина в составе Сербии. И этим региональным проектам вполне можно было бы противопоставлять другие региональные проекты совершенно противоположной направленности. В заключение своего выступления я хотел бы сказать, что, по мнению целого ряда экспертов, которым я полностью извиняюсь, именно нынешний вариант билингвизма Гагаузии предоставляет наиболее широкие из всех реально доступных языковые возможности для национального, культурного, духовного, экономического и политического развития Гагаузии. Конечно, в Москве не закрывают глаза на целый ряд проблем, затруднений, стоящих в Гагаузии, на сохраняющиеся экономические и политические препятствия для максимально полного развития гагаузского языка и здешнего билингвизма. Более того, нельзя исключать вероятности реализации такого благоприятного политического сценария, при котором
в условиях ускоренного продвижения Республики Молдова в евроатлантические структуры будут предприняты попытки по изменению языковой ситуации в Гагаузии, а именно по вытеснению, попытки вытеснения из нее русского языка и замене его румынским. Однако пока что у нас есть все основания полагать, что даже при каком-нибудь приятном развитии событий подобные попытки встретят адекватную реакцию и со стороны гагаузского народа, и со стороны официальной России. И точно так же любые интеграционные проекты, основанные на принципах языковой толерантности и сотрудничества, встретят интерес и поддержку со стороны России. И тогда билингвизм гагаузов, несомненно, сыграет в этих процессах свою важную роль. Спасибо. Спасибо огромное.